Раиль Фридович, добрый день. Мы в Питере на Международном газовом форуме. Чего ждем от этого мероприятия? Мы продолжаем нашу работу с «Газпромом». У нас много вопросов и целый ряд направлений. Во-первых, хотели сегодня обсудить программу газификации до 2025 года. Потом дальше обсудить программу догазификации, которая по поручению президента у нас сейчас проводится в нашей стране. Это увеличение объема газификации с 84%, считайте. Это для частных домовладений? Да. Мы уровень газификации в республике вот, благодаря этому решению поднимем до 93%. Это очень высокий рывок будет. Сегодня встречи по газовому топливу для наших автотранспортных средств. Хотели этот вопрос обсудить. Ну и важнейшая, наверное, встреча для меня лично. Мы ведем работу по соединению, по кооперации деятельности Ростеха, в частности нашего ОМПО и «Газпрома», в части использования наших двигателей, боевых самолетов для перекачки газа. То есть то, что называется, скажем, боевая техника работает на службу гражданским задачам. И там мы еще и учить будем специалистов в этой отрасли? Да. Поэтому у нас такая насыщенная, на самом деле, программа. Я вот одним днем, вот сегодня как раз хотел все эти встречи провести, уже закрепить то, о чем мы договаривались ранее. Вот. У нас неплохая здесь экспозиция. Да, кстати, хорошая, вот она уже видна, красивая. Делегация. Будем работать. Все. Вот видите, там у нас как будто двигатель, да? Наворочили, да? Раиль Фридович, а стенд какой, впечатляет? Да, я же говорю. Спасибо огромное, хорошего дня. Из него состоят звезды. Им наполнено межзвездное пространство. Разрешите вам представить наш Но давно проверенный. теперь уже новый Но доступный. партнер Владислав Иванович Бородин, генеральный директор «Газпромтрансгаз Томск», «Силы Сибири», куда мы начинаем поставки наших двигателей. Мы туда 3 собираемся, да? 3, да? Вот. Ну, вообще 12 будет. Вообще А будет так вот 12. первая вот Да. эта партия 3, да? И вот мы теперь подписываем дорожную карту по совместной подготовке специалистов. Вот. Он к нам 22 числа в республику приезжает и будет знакомиться уже с производством на УМПО. Ну, пока И все начинаем как-то дружбу. наверное. Да. Новая, так сказать, эпоха начинается у нас. Да, взаимодействие, да. Да. Более такого плотного. И сейчас мы вместе будем докладывать по Куда ты научно-образовательной программе. по научно-образовательной программе. Да. Спасибо. Раиль Фридович, пойдешь? Пойдемте, да? Ну, у нас на сегодня в Республике Башкортостан расположено 20 газозаправочных объектов, принадлежащих группе «Газпром». Из них 14 объектов нашей собственной эксплуатации, это «Газпром» газомоторное топливо. По планам у нас ввод в этом году двух объектов, и в следующем году мы планируем построить еще 3 объекта. Хотелось бы выделить, отметить то, что мы ощущаем хорошую поддержку вас в регионе со стороны Трансгаза и со стороны правительства. Спасибо вашей команде за это. Поэтому нам очень комфортно работать в вашем регионе. Предлагаю нам совместно открыть 2 станции, которые у нас вот к концу года будут готовы. Так, в принципе, готовы к дальнейшему активному сотрудничеству. Все, что от нас зависит, готовы делать. Заинтересованы в развитии, тем более у вас республика исторически уже как-то развивала эту тему газомоторную, так же, как и Ростовская область. Огромное спасибо за сотрудничество. Безусловно, вы у нас в этом вопросе главный партнер. У нас сейчас 28 ГНКС, но мы в этом году и в следующем году, получается, сделаем рывок и доведем где-то до 46, получается, да? Мы уже в России 3-е место занимаем, хотя по другим показателям мы там в рейтинговании 10-е. Но я полагаю, что мы все-таки там пробьемся в 3. Вот, что я хотел просить и предложить. Безусловно, вы для нас партнер. Нам с вами очень комфортно, на самом деле, работать. Понятно, просто. Мы создали все условия, сразу пропускаем через инвестиционный совет и принимаем все решения, связанные с выделением земельного участка, организацией всех технических вопросов. Я полагаю, ваши коллеги это чувствуют. Поэтому также и хотели бы продолжить работу. Полагаю, что уже сейчас надо подумать над тем, и мне кажется, вам это будет интересно. Значит, к 2024 году по поручению президента будет сдаваться трасса Москва, Казань и Екатеринбург. По нашей трассе пройдет там порядка 140 километров. И я полагаю, что вот где-то на этом месте вам бы сразу заикариться. Если вы такое намерение выразите,
я нашему Рустаму Хамидовичу, вы отработаете, и туда надо переходить. Владимир Федорович, спасибо большое за конструктивный разговор. Мы готовы ко всем видам сотрудничества, мы заинтересованы. Люди пойдут тогда, массово пойдут тогда, когда это будет удобно, чтобы он вышел там за околицу, у него там стоит. И все это сертифицировано, без проблем и так далее. А пока им даже приходится ездить. Но я думаю, что эта вот инфраструктура как будет развиваться, она, соответственно, и придет. Владимир Федорович, вот состоялось у вас совещание по газомоторному топливу. А каковы результаты? Пока результата нет, но мы договорились, нам очень комфортно работать, «Газпром» газомоторное топливо. Они реально ставят качественные заправочные станции, эстетически привлекательные, удобные для жителей. Они нам 3 делают, но задача была, чтобы они еще 5 сделали. Это первое. И второе, чтобы они уже были нашими партнерами для строительства сети АГНКС на новой трассе Екатеринбург-Москва. На будущее, думаем? Да, на будущее. Это уже года на 3-4 вперед немножко смотреть. А пока вот на 22 год мы хотим уговорить их еще на 5 станций. Спасибо. Добрый день. Очень приятно. Очень приятно. Хабиров Александрович, очень приятно. А вот это премьера. Это беспилотная платформа. Она может быть как электрическая, так и гибридная. Вот здесь 2 модели гибридная, компримированный газ и электричество. Очень здорово. Такие пробы пера. Ну вот мы и хотели переговорить. Да? Вам же надо гражданскую тематику проводить. Мы, наверное, тогда в рабочем порядке встретимся и посмотрим, где мы можем быть полезны друг другу. Экономика в очень хорошем тонусе, развивается, хорошие у нас условия, законодательство неплохое, поэтому комфортно встречаем всех наших коллег. Так что давайте так. Хорошо. Спасибо. Здоровья. Всего доброго. Александр Николаевич, нарабатываем связи? Да, мы на питерском экономическом форуме с ними встречались. То есть хотят Это как компания называется? Алмаз Антей. У них в основном оборонка. Но сейчас задача стоит 50% производства диверсифицировать к 30 году поручение Путина. Поэтому они тоже ищут регионы, куда можно вкладывать. А наша инвестиционная привлекательная республика как раз здесь в тему. Они нам нужны? Конечно. Спасибо. А вот наша, да, получается? Да, мы здесь в составе. Добрый день. Нигматуллин. Да, очень приятно. Добрый день. Уникальная ситуация. Еще двигателя не было, а мы уже его адаптировали на землю. Поэтому Да, УФД-14. Это Тот самый, который уже летал на Максе, вы видели, наверное, да? Вот теперь мы его под наземку. Вы видите, здесь машина совершенно другая, новая. И она отвечает всем экологическим стандартам. Межсервисный интервал у нее в 1,5 раза выше, чем у такси. она на сколько вот мегаватт? Она? Вот данная она на 12 мегаватт, на 12, в принципе, она, возможно, ее сделать на 16 мегаватт. У нас линейка целая серия от 6 до 16 мегаватт. И КПД 16 мегаваттная 39,5%. Будет лучше в классе, в принципе, даже по миру. У нас сейчас есть очень хорошая программа по модернизации газоперекачки. С учетом того, что в Уфе у нас АЛ-41 делают, тоже с линеечкой. А мне чисто технически интересно, как продувается поток? Имеется в виду газ, Да. а стоит двигатель, который какой? вращает компрессор, нагнетатель. А давайте я покажу, у нас есть газоперекачивающий агрегат. Да, покажите. Пойдете? Ну вот если со школы вспомнить, как устроен двигатель внутреннего сгорания, то есть у нас есть компрессия, подогрев рабочего тела и потом расширение. Это вот как устроена газовая турбина. Вот здесь компрессор, который рабочее тело сжимает. В камере сгорания вот здесь газ идет, она подогревается, то есть горение происходит. И дальше происходит расширение, то есть проходит через турбину. И дальше мы снимаем, как говорится, нагрузку или на компрессор, или на генератор. Компрессор дает, прокачивает газ, да. а генератор электроэнергию. Да. Вот как это устроено уже в комплексе. То есть вот у нас стоит газовая турбина, вот там внутри, а вот компрессор. Вот он крутит компрессор. Нагнетатель. Да, Да, и и вон пошло. как нагнетатель можно, компрессор, кто как. Вот газ зашел, центробежным методом раскрутился, так же как и насос. Если вот представить центробежный насос, также и с газом тоже центробежным. То есть, но с точки зрения компрессора это более сложно, потому что это сжимаемая жидкость, а
насос это не сжимаемый, то есть мы его, как говорится, толкать проще, а здесь движения всевозможные, антипомпажные методы должны быть. То есть 41-й-то в какой степени он у вас? У нас по плану ноябрь следующего года мы две модельные машины должны поставить. То есть проблемы есть, подготовку к производству ведем, но находимся в графике. То есть будем делать, будем ставить. Компрессорная станция в Татарии уже определена, мы с ними уже отрабатываем. То есть уже знаете, в каком виде, куда мы ее будем ставить. Да. Мы на самом деле очень сильно рассчитываем, я говорю сейчас про УНПО, рассчитываем вот на то соглашение, которое анонсировано сегодня в подписании. Вот почему 25-мегаваттную машину ОДК решение приняло, мы вот эти две делаем, но нам нужно некие гарантии, там, да, некое продолжение всей этой темы. И вот в соглашении в той редакции, которая есть сегодня, как раз это все и прописано. Вот это соглашение откроет для нас источник финансирования на уровне уже корпорации Ростеховск. А Пермь делает 25-мегаваттный, нет? Да, делает. Тоже делают. А максимально они какое делают? 25. 25, да, вот тоже. Здрасте. Покажем кое-что. Вот она. Все. Там количество баллонов. Нет, я имею, как подкачивается сюда? С задней стороны? С задней стороны подходит машина, да? Да. Все, закачало. У нас на самом-то деле там контейнер стоит, и он раздает на этот контейнер, на второй. Ага. И вот это вот на сколько машин? Ну, это где-то 5 минут она может заправлять. 5-8 минут. Ну, один автобус или один бак. В зависимости от количества баллонов, сколько это есть. Ну, собственно, вот такая штучка ставится, да? Да, и вторая такая для СПГ строится. Они одинаковые практически. Они рядом две будут стоять, они да? рядом стоят, да. Только будем делать по два крана. То есть одному очень мало, потому что машины не успевают, или автобусы. А сзади них стоит танк-контейнер, который уже жиженный газ. И он их раздает направо-налево и загружает технику. Полностью подготавливается газ. Он подогревается, очищается. Потом идет здесь изжижение, разделение газа и отгрузка. Это вот сердце, небольшое сердце, вокруг него там еще пару-тройку контейнеров стоит слева-справа. Это маленькое сердце, которое все делает. Это криогеновый насос. Но он, к сожалению, пока центробежный, он идет снаружи. Но через полгода, через 3 месяца у нас будет внутреннего погружения, будет криогеновый насос. И то, что вот сейчас в постановление входит, это вот конкретно то, что никто из России еще что не сделал. Мы сделали. Это вот криогеновый насос, который минус 160 градусов. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, а куда пришли мы сейчас? Открывать сейчас будет несколько автомобильных газонаполнительных станций компрессорных. Одна из них у нас, это как раз в Крымскалах. Это вот та программа газомотора, которая идет в республике. Вот сегодня открываем. Понятно, спасибо. Уважаемый Виктор Алексеевич, уважаемый Виталий Анатольевич, уважаемый Тимур Игоревич, мы просим вас ввести в эксплуатацию новые газозаправочные станции сети АГНКС «Газпром». Давайте поддержим аплодисментами этот исторический момент. Итак, сегодня, 7 октября 2021 года, в эксплуатацию введены новые газозаправочные станции. Радик Фридович, у нас что, еще одна заправка в Скалинском районе теперь? У нас в этом году мы их 10 открываем, и это уж такая, скажем, символичная история. Мы еще одну с нашими коллегами с «Газпрома» газомоторного топлива еще одну откроем, уже вернемся когда домой. Она как раз на дороге в Краснокалинском районе, очень симпатичная стоит, хорошая стоит. Поэтому мы с этими ребятами и хотим работать. Газозаправочные станции, это же еще не только удобство. Это дешевле. Да, это дешевле. Это экологично и это дешевле. И что вот для меня лично важно, для нас важно, что не только вокруг Уфы эти станции появляются. В 15 муниципалитетах у нас уже есть, 15. Но этого тоже мало. Но дело в том, что строительство АГНКСов должно сопровождаться увеличением количества потребителей этого топлива. Здесь очень важно, чтобы этот баланс и синхронность была этих действий. У нас пока эта ситуация мы, скажем так, аккуратно наладили. Вот вы знаете, мы закупаем автобусы, мы всех на газомоторном топливе. Сразу уже? Да, сразу, да. Следующие закупки мы тоже будем делать. Потом нам надо переводить сельхозтехнику, технику ЖКХ переводить на газ. Поэтому там есть чем заниматься. Спасибо. Барана. Хороший стенд у вас, красивый. Так. Да, не. Кумертау там 12-го. Katavız?
Да, мен анда тиги образовательница, анда оңға келем, соң кіріп қарайбыз тиги учебница, ана сол Көміртауға. Ну, бірге барамыз. Да? Бірге барамыз. Да? Иә. Руслан Дек шат сені көрге. Да. Анда вақыт болар ма? Бола. Сөйлешуге керек, иә. Керек. Енді сен бір хат жазып жіберді. Яра, көрішірміз. Рахмет сізге. Сам успокойтесь. Салам. Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Евгеньевич Аксютин и заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Дмитрий Юрьевич Леликов подписывают соглашение о намерениях между ПАО «Газпром», государственной корпорацией «Ростех» и правительством Республики Башкортостан. Поздравляю. Это я выкрикнул. А с чем вас поздравляли после подписания с «Газпромом»? Потому что мы поставили такой промежуточную точку, что подчеркивает промежуточную в нашей совместной кооперации с ОДК Ростеха, то есть нашим, если говорить о Башкирии, нашим Уфимским моторостроительным объединением и «Газпромом» по производству, то, что я говорил по производству нового двигателя АЛ-41СТ, очень мощный, то есть вот тот двигатель ровно, который просит «Газпром» для перекачки газа, соответственно. Я уже говорил, что три наших двигателя уже в силе Сибири, значит, у нас заказ есть, а рынок этот огромный, поэтому вот к следующему году мы, надеюсь, наш УМПО уже выдаст на гора новый двигатель, вот то, что я говорю, 41-й, и вперед, как говорится. А то, что «Газпром» с нами уже подписал, это о чем говорит? О том, что мы имеем большие шансы на то, что будем одними из таких серьезных поставщиков этих двигателей. Серьезный шаг. Серьезно, да? Хорошая идея. Спасибо, поздравляю. Спасибо. Это впервые на Максе летал вертолет, который имеет грузовую массу, снаряженную 50 килограмм полезной нагрузки, 200 килограмм суммарная масса. Дальность 500 километров, в воздухе может находиться до 5 часов. Незаменим в условиях эксплуатации трубопроводов, линейных объектов, оконечных. Может нести на себе различные нагрузки. Пожарный патруль. Ну, патрульная функция. Можно газоанализатор ставить, можно ставить спектрометр, можно ставить ультразвуковые датчики, которые позволяют дистанционно мониторить состояние трубопроводов, экологический мониторинг делать. То есть, когда у нас происходят утечки по трубе на ранних стадиях. А двигатель какой? Чей? Импортный, да? Двигатель на сегодня импортный стоит, но мы нашли аналог, который готовы сделать сегодня наши отечественные. И эта машина может локализована 100%. Сколько лошадок здесь? Около 50 киловатт двигатель. У нас авиационный наш делает. Инвестиционный проект, на инвестиционном части рассмотрели. А, ну все тогда, потому что наш авиационный делает двигатель. Вот как раз. Тут же поршневой, да? Здесь поршневой, но мы собираемся ставить ванкелевский двигатель. А. Но это как по экономике. Ага. Спасибо большое. Удачи. Да. Спасибо. Надеюсь, что взаимодействие. Я думаю, что-то получится у нас. Очень хорошо, там тоже период. Рустем Хамитович, простите. Подскажите, пожалуйста, а вот мы на вертолеты заглянули случайно, так незапланированно. Что это был за визит такой? Это, ну, во-первых, это экземпляр вертолета беспилотного летательного аппарата БАЗ-200. Это продукция или продукт инновационной корпорации вертолета России, Ростех. И, конечно же, ну, путем сложных переговоров мы затянули этот проект, реализацию этого инвестиционного проекта. В смысле, не по времени затянули, а физически к нам затянули? Затянули, да. Радий Фаридович нам поставил такую задачу, мы с ней справились. И этот вертолет будет производиться у нас. Это же круто. Это круто. Мы создаем кластер беспилотной авиации. У нас очень много участников, в том числе и Ростех. В рамках WorldSkills мы подписали со всеми соглашения и уже даже этот проект презентовали Чернышенко Дмитрию Николаевичу, так как он курирует Приволжский федеральный округ, и заслужили одобрение, все его одобрения. Он согласовал все наши начинания. Сейчас его реализуем.
Ну, это очень здорово. Да. Хорошая новость, спасибо, поздравляем. Вам спасибо. А где коллеги базируются, где они? Нет, это вообще корпорация, она Москва, она сейчас у нас в Кумертау. Да, это приоритетный инвестиционный проект с максимальным объемом региональных преференций, поэтому он вот у нас сейчас реализуется. Спасибо. Вам спасибо. Подготовка профессиональных кадров – один из ключевых элементов роста экономики. Именно поэтому сегодня на стенде Республики Башкортостан будет подписана дорожная карта по разработке и реализации программ совместного обучения специалистов «Газпрома» и ОДК Уфимского моторостроительного производственного объединения, ОДК «Инжиниринг» и опорных вузов компании «Газпром». Внимание на экран! Республику Башкортостан и «Газпром» связывает многолетнее успешное сотрудничество. Опорной структурой газовой компании в регионе выступает «Газпром Трансгаз Уфа». По магистральным газопроводам предприятия общей протяженностью около 5000 километров ежегодно проходят порядка 100 миллиардов кубометров природного газа. Совместно с предприятиями, входящими в структуру объединенной двигателестроительной компании ОДК УМПО и ОДК «Инжиниринг», «Газпром Трансгаз Уфа» продолжает работу по дальнейшему усовершенствованию линейки индустриальных двигателей АЛ-31СТ, востребованных в «Газпроме». Добрый день, Шамиль Бусманович. У нас, видите, такое сегодня событие, что постоянно на ходу, на ногах, в темпе, в движении. Подписали дорожную карту. Вот я пыталась разобраться, в чем суть дорожной карты, и поняла, что один из инициаторов этой дорожной карты – это вы. Да. Я много лет занимаюсь программой повышения надежности двигателя, который обеспечивает транспорт газа. И отлично понимаю, что надежность – вещь сложная. И она не зависит только от тех людей, которые спроектировали, сделали конструктив этого двигателя. Вот. Очень важно, кто из какой квалификации эксплуатирует этот двигатель. А особенно это важно становится на тех компрессорных станциях, которые вновь создаются. Это вот «Сила Сибири», новые месторождения, которые осваиваются, куда пошли наши уфимские двигатели. Да, туда двигатели старые уже не поставишь, там уже новые технологии. Дело не в том, что кого поставишь, а дело в том, кто придет эксплуатировать. Поэтому заранее нужно подготовить этих людей. И лучше готовить вместе. То есть конструктор, чтобы знал, какие у нас претензии, какой эксплуатации к этой конструкции этого двигателя. Чтобы сборщики понимали, что важно очень четко собрать, правильно собрать этот двигатель, чтобы уже не было претензий. Ну и эксплуатация, зная вот эти нюансы конструкции, сборки, вот, учитывая свои нюансы, конечно же, мы вместе обеспечиваем эту надежность. Какова роль Башкортостана, вузов Башкортостана? Башкортостан, у нас эти двигатели работают, у нас большой опыт эксплуатации, поэтому и я заинтересован. У меня же тоже эти двигатели стоят на компрессорных станциях, поэтому я очень заинтересован, что мои специалисты были самой высокой квалификации именно по этому авиационному двигателю. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, во-первых, рады приветствовать вас на нашем форуме. Вашей в республиканской переговорной комнате, но на нашем петербургском 10-м международном газовом форуме. Хочу вам сказать, без ложной скромности, первые 3 форума проводила компания «Газпром» газораспределение, 1, 2, 3, когда мы делали форум газораспределительных организаций. Да. На 4-м форуме «Газпром» подключился, и форум стал такой большим. Ну, вроде как такая была локальная история, а потом стал он таким большим. Понятно, что Республика Башкортостан один из самых значимых, если сказать, самый значимый субъект Российской Федерации в части деятельности нашей компании в Приволжском федеральном округе, и большое количество абонентов, большое потребление в кубических метрах. Вот. Сейчас у нас с вами очень серьезная программа 21-25 в части по развитию систем газоснабжения и газификации. Сейчас создали условия для того, чтобы эти заявки люди легко присылали, вплоть до того, что сейчас есть на сайте госуслуг есть отдельная опция, такая называется догазификация. Нам нужны элементарные документы: паспорт, свидетельство о собственности на дом. Дом должен быть зарегистрирован
Подключенный до владения – это выполнение нами программы, которую поставил перед «Газпромом» президент Российской Федерации, поэтому, что называется, нет никаких даже желаний там меньше работать. Через 4 часа, через 5. Ну что, рядом, конечно. У вас в регионе, соответственно, в Челябинске. Александр Николаевич, стенд у нас, знатный, я бы сказала бы, газовая труба такая необычная. Вот почему такая идея? Ну, понятно, что газовый форум и труба, но все-таки очень уж необычно. Во-первых, это не труба, это не газовая труба, это газовая турбина. Это АЛ-41СТ, газоперекачка, то соглашение, которое сегодня подписали. Это вот по дорожной карте? Это и по дорожной карте, и по соглашению, которое было подписано Ростех, Газпром и правительство республики. Ага, вот так это вот как раз АЛ-41СТ. Постарались сделать его максимально похожим. Даже когда идет уже понимающий специалист, он видит, все подходит и спрашивает: это у вас газовая турбина? Это АЭЛки, да? АЭЛки, да. Понятно. Ну, другими словами, это прототип турбины, по которой качают газ. И это то, что пришло к нам из оборонки, да, гражданскую, скажем так, промышленность. Да, двигатели семейства АЭЛ были как раз на боевых самолетах. Задача поставлена, опять же, Владимир Владимирович, 50% диверсификации оборонно-промышленной. Об этом сегодня все говорят. Да, но задача есть, ее надо исполнять. А как ее исполнять на оборонном предприятии? Вот как раз сегодня гражданская техника, которую можно производить в больших объемах. Если у нас на силу Сибири АЛ-31 сегодня уже запроектированы, и они будут. Это, опять же, объемы нашего МПО, то АЛ-41СТ, это будущее, которое в недалекое, причем будущее. На следующий год стоит задача уже по соглашению 2 машины собрать, отдать их на испытания. 23-24 год получаем сертификацию и выходим в серию. Скажите, пожалуйста, нам придется перестраивать производственный процесс в связи с вот этими подписанными соглашениями здесь, на форуме? Производственный процесс менять не придется, но придется делать еще один инвестиционный проект, который будет делать УМПО на новой площадке. То есть пока подразумеваю, что это будет Шакша, это новое производство вообще отдельно будет, это новые, опять же, рабочие места, это наш учебный центр, который открыли в этом году на УМПО, он будет работать на полную мощь. То есть мы сейчас буквально с вами презентуем создание нового предприятия? Да, да. То есть это 5,5 миллиардов рублей, которые вкладывают в Ростех именно в новую площадку. Это площадка, оборудование. А 100 миллиардов рублей, которые заложены в «Газпроме», это как раз на покупку это уже готовых изделий. А людей где наберем? Будем обучать. Я говорю, мы же открыли учебный центр на УМПО специально для этого. Плюс дорожная карта, которую подписали, 6-сторонняя. То есть это и нефтяной университет, это и наше предприятие, и газовое, и ОДК специально для этого. Ну что ж, Башкортостан Алга? Алга. Спасибо. Спасибо. До свидания. Все, счастливо. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Счастливо. Ух, как хорошо. Полетели. Игнатий Фаридович, казалось бы, чуть больше, чем полдня поработали, а достаточно серьезный эффект от газового форума. Я думаю, да. Я еще раз говорю, вот есть вещи, которые нужно постоянно прожимать, постоянно дорабатывать. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Мы делом занимаемся, мы решаем серьезные проблемы, которые в конечном счете на качестве жизни жителей отразятся. Спасибо.